Здравствуйте! В эфире программа «Интервью», и сегодня у нас в гостях руководитель Владикавказского центра непрерывного математического образования Вера Абатурова. Вера Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, собственно, сейчас одна из главных, наверное, тем у вас – это реализация концепции математического образования в республике. Сейчас она вступила в активную фазу, хотя она была представлена буквально совсем недавно. Что расскажете нам о концепции, потому что уже сейчас в республику педагоги приезжают такого федерального масштаба, проводят мастер-классы. Вот как это проходит? В концепции есть несколько направлений, да? То есть имеется в виду, что это идет работа на учителей. Это вторая категория, которая тоже является основной, равнозначной. Это учащиеся школ. У нас очень серьезная проблема с массовым образованием, базовым так называемым. В частности, результаты ЕГЭ и ОГЭ говорят именно о том, что что-то утеряно вообще в России. Но я могу сказать, что это не только математическое образование в такой проблеме. Вообще среднее образование, оно, на мой взгляд, в частности, из-за проблем, связанных с сменой итоговой аттестации, оно сильно изменилось. И еще, вот, значит, второе – это учащиеся. Третья категория – это студенты. И проблемы с вузами сейчас тоже очень серьезные, вообще в принципе. Еще одна проблема – это, естественно, вообще система, сама система образования, которая существует. Вот как на современном уровне, где мы живем совершенно уже другими тенденциями, и мы сами изменились. И дети наши меняются, это совершенно другие дети. То есть нужно менять методики, нужно вовлекать науку, передовую науку, и методическую, и математическую для работы со школьниками и с учителями. Что нужно объединить все усилия и лучшее, что есть у каждого, вовлечь в эту программу. Ну вот если говорить, вот вы сказали сейчас о том, что главная, наверное, все-таки проблема – это нехватка кадров, особенно педагогов, да? Это значит, что есть проблема не только в среднем образовании, но и в высшем образовании. Здесь замкнутый круг, потому что некомпетентные выпускники учат школьников, которых опять-таки потом тоже вырастают некомпетентные специалисты. Как разорвать такой круг? И что Знаете, я бы не утрировала здесь, говоря прям совсем о некомпетентности. Вообще в современном мире вообще изменилась парадигма современного мира. Мир стал технологическим. И основная проблема и тенденция 21 века будет — это непрерывное образование. Человек имеет право на переобучение. Это раз. Второе. Человек имеет право, допустим, не иметь педагогическую специальность как основную, а быть, например, математиком, профессиональным математиком. Что такое профессиональный математик? Это человек, который доказывает теоремы. То есть это человек, который создает новое математическое знание. Но пройдя определенную психолого-педагогическую подготовку и методическую, приходит, например, в класс и работает с реальными детьми. Примеров очень много, когда это получается, но во много раз больше примеров, когда это не получается. Поэтому учитель все равно фигура ключевая. Кого бы мы ни привлекали, какие бы мы мастер-классы не преподавали, если учитель по каким-то причинам не захочет все время обучаться вот на современном уровне, мы никто, никакие люди или там чудесники ничего не сделают. И здесь вот очень важно, вот вы говорите сейчас об этом, чтобы учитель сам постоянно учился, то есть методика, она постоянно меняется. Здесь в Северной Осетии, наверное, в силу какого-то менталитета, в силу того, что очень многие педагоги, они люди старшего поколения, они не хотят менять такую систему подачи информации, да, очень тяжело идет, наверное, именно с педагогами старшего поколения внедрение информационных технологий. Вот как это, наверное, внедрять так, чтобы реально работало? Конечно, самое сложное — найти механизм реализации. Это самое сложное, потому что концепция — это документ рамочный. Вообще есть как бы два момента. С одной стороны, конечно, самый консервативный объект в обществе — это учителя. Учителя математики отличаются от других учителей тем, что они практически немногословны. То есть какие бы эксперименты над ними не проводили, они стараются в этих экспериментах найти рациональное зерно и, насколько это возможно, сохранить традиционную систему. Может быть, благодаря этому еще что-то и есть. Но на одном прошлом не уедешь. И вот те мастер-классы, которые уже были проведены в рамках
фактически мероприятий с тьюторами. Вот что показали? Это показали, что работать можно. Просто нужно восстановить ту систему, которая в силу изменений, любые революции, они меняют все. Но после революции через какое-то время наступает осознание того, что из прошлого надо взять лучшее и погрузить это на новый уровень. То есть мы вышли на другую спираль. И пока еще учитель, естественно, не очень понимает, как ему выжить в этих обстоятельствах новых, при том, что, конечно, у него уже и ценз возрастной ближется к какому-то потолку. То есть у нас средний возраст учителя, но я не статистические данные говорю, а на мой взгляд, это где-то вот 48 лет, вот средний возраст. Очень мало молодежи, естественно. И вот, на мой взгляд, сегодня именно методика обучения математике как научное направление, как направление работы с учителями, оно становится одним из важнейших. То есть вот это вот среднее звено, которое выпало, то, что у нас недостаточно хорошие результаты, мягко говоря, в 9 классе, говорит о том, что вот среднее звено, нужно его тоже анализировать, что там происходит, и нужно как-то менять методику работы и там тоже. Возможно, что этот всплеск, который вызвала концепция развития матобразования, может быть, он просто выпукло высветил проблемы, и возможно, что именно вот этот наш комплексный план позволит хотя бы запустить, что самое главное, запустить механизм вообще реализации концепции, вообще механизм работы в образовании в новом стиле. Но вот сейчас, если говорить конкретно об концепции развития математического образования, сейчас вы, когда ее представляли, сказали о том, что главная цель этой концепции – это сделать так, чтобы каждый ребенок был успешен в математике. Вот насколько это реально добиться этого, потому что вот есть абсолютные гуманитарии, для которых математика – это вот нечто непостижимое, наверное. Вот я сегодня в Фейсбуке появилась заметка, пост Николаева. Я не знаю, кто он, экономист, молодой человек, который написал в своей небольшой заметке, какие качества мышления нужны в 21 веке человеку. Вот среди них, все не буду перечислять, можно будет просто посмотреть, среди них первым поставлено критическое мышление. Вот критическое мышление, в принципе, формирует математика. То есть вот просто нам нужно понять, что школа — это какая-то модель, маленькая модель общества. И вот учитель, неважно, кстати, какой-то предмет, он управленец, он управляет жизнью ученика, и родители доверяют это. И вот первое, что должен, и что фактически формирует учитель в силу своей вот этой управленческой миссии, это как раз критическое мышление учащихся. Ну как сделать так, что вот человека, ну вот мозг не подходит под математику? Ну, во-первых, некоторое время назад было сказано, что нет неталантливых детей. Да, на самом деле есть дети-гуманитарии, есть негуманитарии, допустим, да. Другое дело, что у каждого свой определенный математический потолок. Для того, чтобы быть успешным в обществе, не обязательно знать математику только. И нельзя сказать, что только математики успешные, нет. То есть у каждого своя определенная ниша. В математике, в отличие от географии, например, или какого-то другого предмета, там нельзя знать кусок, а другой не знать. Потому что если ты пропустил в 5 классе деление десятичных дробей, то у тебя появляется комплекс неполноценности. Это значит, что в 6 классе ты начал там изучать обыкновенные дроби, но у тебя попалась задача, где есть деление дробей. Все, у тебя стоит блок. Ты это не умеешь делать, а значит, ты опять не решишь эту задачу. И когда вот эти мелочи накапливаются, например, там какому-нибудь уже 8 классу, вы считаете, что вы уже не успешны. Но если это сразу выправлять на уровне появления проблем, а что это такое? Это тренаж. И технологии образовательные, которые есть, они существуют, просто ими пользоваться нужно. Это означает, что вы с позиции успешности переходите на позицию неуспешности. Ну вот, если мы сейчас концентрируемся конкретно на концепции развития матобразования, а здесь есть несколько пунктов, наверное, да, несколько возрастов: дошкольное, школьное, потом уже студенты, профобразование.
Наверное, любовь и интерес к математике закладывается в самом юном возрасте, это вот садик и так далее. Как человек может привить ребенку любовь к точным наукам с самого вот такого маленького возраста? Конечно же, надо формировать, начиная с садика. Это, в принципе, уже делается. То есть пару лет назад, вот я знаю, во Владикавказе силами управления образования в садике были введены обязательные, так скажем, учебные занятия, математика, где обязательным было предметом. И вот там именно воспитатели и приглашенные преподаватели, которые знают психологию именно дошкольного возраста, они начали прививать интерес просто тем, что учили считать и так далее. То есть тем навыкам, которые нужны для поступления в школу. То есть это дополнительные игровые технологии. В детском саду есть очень много игровых технологий, которые уже применяются, но можно было бы их еще расширить. Вот. Очень важно знать психодидактику, то есть знать психологические типы учащихся, потому что в классе есть разные дети, так же, как и в жизни. Например, некоторые дети, они вот вам есть, вы очень сильно даже, если постараетесь, но он за 10 минут вам не решит то, что ему надо. За 15 решит, а за 10 нет. Вот у него мозг так устроен. А мы учим всех одинаково. И вот именно поэтому идет речь о том, что нужны гибкие технологии. Обязательно нужны кружки, это просто необходимо. Обязательно нужны дополнительные занятия со школьниками, оплачиваемые для учителей. Так что дошкольная — это игровые технологии, начальная школа — это в основном тоже игровые. В принципе, я бы сказала, что и проектно-исследовательское, вообще все, что мы делаем в школе, это именно все равно некое подобие взрослой потом жизни. То есть это элементы взрослой жизни, поэтому все равно это деловые игры, я бы так сказала. Ну, вот мы сейчас поговорили о том, как привлекать детей, но, наверное, для того, чтобы популяризировать математику в республике, в частности, да, необходимо проводить различные конкурсы, форумы и так далее для школьников. Они у нас есть колмогоровские чтения, у нас есть летняя школа, у нас есть IT-кэмп и так далее. Ступень в науку тоже очень такой большой масштабный конкурс, который много лет проводится. Есть результаты от их работы, вот реальные, которые вы можете сказать, что вот после того, как, например, вот это прошло, у нас стало больше детей увлекаться точными науками? Вот я могу сказать последнее мероприятие, которое мы проводили, опять-таки совместно с университетом и под эгидой Министерства образования. Это весенняя школа-семинар по математике. Математика, физика, информатика. Нельзя заниматься только одной математикой. Надо заниматься комплексом наук или направлений, на которые работает математика. Ну так исторически сложилось, что математика, физика, информатика, они работают как бы друг на друга. И математика является методом и одного, и другого. Сейчас еще робототехнику мы добавили. Вот эти 4 направления, вот если ребенок попал, допустим, условно говоря, в наши руки, то какое-то из этих направлений он выберет и сделает для себя ключевым. А математика будет тогда либо ключевым, либо сопутствующим развитию этого направления. Вот в весенней школе, которую сейчас мы проводили, было 95 человек. То есть мы даже не ожидали такого количества. Обычно приходит человек 60, это все-таки весенние каникулы, это 5 дней рабочих по 4, ну, с 3 до 6 работы. Это соревнования, это лекции, это мастер-классы. Вот. То есть привлекать нужно предметами, которые показывают реальную практику математическую. Одна из лекций была, например, Давида Миносяна, куда он принес 3D-принтер и показывал, как это все действует. Вот. И вот когда человек, который занимается математикой, в том числе прикладной, либо фундаментальной, показывает реально, где это применяется, естественно, интерес повышается. Потом они рассказывают друг другу. Что, как говорится, здесь не очень хорошо, это маленькая модель. Это 95 детей города Владикавказа и близлежащих, допустим, Архонская школа была, Беслан привез своих детей, Октябрьская школа. Вот мы хотим то же самое все вместе сделать и в районных центрах наших, то есть вот этих 10 районах, где есть базовые школы. То есть когда ребенок видит, что вокруг такие же, и они занимаются и спортом тоже, и еще чем-то тоже, но они занимаются вот наукой, в смысле началом наук, основами наук.
Нет такого ребенка, который не может освоить математику на уровень тройки, то есть того, что средний считается. Ну, то есть хоть как-то экзамен должен сдать каждый. Но вот сейчас меня интересует, знаете, какой вопрос. Вы говорите о весенней школе, о летней школе, а это все выездные. То есть это все человек на природе, дети, которые на природе пытаются учить математику. Здесь еще есть и IT-кэмп, который я тоже не могу не затронуть. В Мацуте прошел последний раз. Именно то, что в таких условиях ребенок учит математику, способствует, не знаю, большему вовлечению или наоборот, потому что кажется, что они больше хотят гулять, например. Если вы посмотрите, как проводятся вообще все летние школы, которые проводятся, допустим, научные, так их назовем, с точки зрения того, что основным объектом там является деятельность образовательная, научно-образовательная. И у школьников, и у студентов, и вот эти конференции научные, которые проводятся, вот, кстати, летом у нас вот будет проводиться форум математический, они призваны в нестандартной ситуации говорить о вещах, которые в стандартной ситуации, может быть, воспримутся как «а вот еще вот это надо выучить». Нет, а здесь по ходу, то есть здесь же происходит занятие не только во время аудиторной, там, часа 20, и в столовой, пока обедают, и там, пока они идут в поход, например. Они говорят в основном не о птичках там и так далее, а просто. Они говорят о тех задачах, которые они решали, например, там на занятии они у них не получились. Но достаточно жесткая система в каком плане? Это образовательный все-таки процесс, это разные лекции, основная задача наша. Это не олимпиадная школа, мы вот сейчас думаем, что еще надо делать школу олимпиадную, конкретно, которая будет работать на результат на Олимпиаде. Это другая должна быть школа тогда. Вот. А это она как раз мотивирующая. Они все после этого практически становятся участниками и ступеней, и шага в будущее, и калмогоровских, и весенней. То есть это образуется вот такая среда, творческая среда. Ну вот вы сказали сейчас, что нужна олимпиадная школа. В этом году у нас нет олимпиадника, правильно я понимаю, на Всероссийской олимпиаде школьников. Как вы объясните, с чем это может быть связано? Я объясню это так. Уровень образования недостаточно. Нет, вот понимаете, вот есть, например, чемпионат мира по дзюдо, да? И вот для того, чтобы на него попасть, нужно пройти определенный тренаж. В Ярославле было 2 года назад, был образовательный форум, где я эти проблемы ставила и спрашивала у специалистов, в частности, вот и у межнаровцев тоже, как сделать так, чтобы, допустим, регион вошел там, ну, хотя бы в какую-то, да, там часть. Мне было сказано, что нужно 25 лет. То есть мы потратили 25 лет на то, чтобы ярославцы, чтобы сделать систему, когда у них 9, ну, 9 как минимум школьников входят в число межнара по математике, не просто входят, а еще и призерами становятся. 25. Я говорю, у нас столько нет, 25. Ну, сейчас технологии новые, можно 10. Но это что значит? Это значит, что эту систему надо заработать. Вот это вот наша концепция, мы надеемся, что она как раз позволит, первое, выявить детей со всей республики, которые могут. Но начинать это надо никак не с 10 класса, не с 9, а как минимум с 7, а еще лучше с 5. Потому что и вот здесь учитель нужен. Вот это первое звено, роль учителя, вот выявить этого ребенка. А потом подумать, а куда его нужно, в какой его нужно кружок отдать, чтобы он развивался. Обязательно в школах нужны кружки. Обязательно. Хотя бы вот в базовой школе, которую мы сейчас в районе делаем, должен быть кружок для всего района. А так у нас есть звездочки. Не бывает так, что вот прям поколение совершенно неодаренных детей. Так не бывает. Не работает система это. Значит, надо привлекать специалистов, которые реально занимаются тренажом на олимпиады. Это некий спорт, и рассматривать это надо как именно спорт. Ну, заканчивая тему школы, сейчас со школы ребенок все-таки переходит в вуз, и техническое образование в вузах, оно хромает, и мы это как все признаем, но при этом сейчас есть такой факт, что всем студентам их призывают заниматься исследовательской деятельностью, они практически обязаны заниматься проектами и исследовательскими работами. В вузах создаются разные центры, вот при СОГУ есть центр физика и технология наноструктур, там ребята на самом деле делают практически революционные такие разработки.
Дальше что? Вот этим ребятам чем заняться, которые вроде как на уровне вуза представили что-то интересное в физике, в химии, в математике, естественно, тоже. Дальше им куда расти, где представлять эту работу, где брать деньги, наверное, на ее внедрение и реализацию. То есть если речь идет о человеке, который занимается исследовательской деятельностью, то у него есть два пути. Первый путь — это идти дальше в науку. Дальше то, что ты придумал, развивать на следующую научную, допустим, ступень. То есть это и защита диссертации, может быть, и это направление именно вот в науку, то есть идти понятно куда и понятно с кем. Тот центр, о котором вы говорили, занимается физикой, имеет, как я понимаю, хорошее оборудование и прекрасного руководителя Макоева, замечательного. Вот. Второе направление, ну, не все хотят заниматься наукой, это дело неприбыльное, как известно, это, в общем-то, можно рассматривать как хобби, я бы так сказала. Второе — это делать из этого коммерческий проект, допустим, выводить на реального производителя, на реального предпринимателя, заинтересовывать каких-то бизнесменов. Но опять-таки, поскольку наша модель, вот сейчас она очень активно развивается, вот, модель взаимоотношения науки и бизнеса. Но это только начало, потому что импортозамещение началось не так давно. А до этого момента все технологии, которые есть, разрабатывались, большая часть технологий разрабатывалась за пределами страны, и поэтому российский, как говорится, молодой ученый мог реализовать себя с точки зрения предпринимательства только за рубежом. Поэтому отток кадров, отток молодежи и так далее. То есть как связать бизнес и науку — это проблема государственная, большая. Просто есть и юридические проблемы очень много, и проблемы доведения до результата, то есть это сначала должна быть какая-то определенная модель, да, потом она уже выходит в производство. Пока эти механизмы не отлажены. Но, как я понимаю, сейчас Минэкономики достаточно активно развивает эти формы. Ну вот теперь опять-таки, да, возвращаясь к концепции самой, Ирина Малова, когда проводила здесь мастер-класс, она сказала, программа есть, но реализация идет не так активно, как, наверное, должна была идти, и, наверное, не так активно, как в других регионах. Вот что вы можете возразить, наверное, этому мнению? Как говорится, за всю Россию я не могу сказать, насколько мы плохи или хороши. Я так не могу сказать. Я знаю, что основная наша проблема — это вот найти возможность, объединившись вот в этом, дойти до конца. Вот это основная проблема. То есть вот мы, да, мы, как говорится, взяли на себя ответственность и сказали, мы будем это делать. А вот теперь точечно, каждый день выполнять те мероприятия, которые записаны, и работать все на одну цель. Вот это самое трудное. Так что я не согласна, что совсем у нас прям это идет как-то медленно. Другое дело, что мы вот сейчас в апреле с вами встречаемся, и часть мероприятий, которые мы планировали, она проведена, а часть каких-то немножко сдвинута. Вот, ну, будем проводить. А в заключении, наверное, хотелось бы задать такой вопрос, наверное, он звучит всегда в школе, такой классический вопрос в шутку все-таки. Мы говорим о том, что математика должна быть для всех, и математику должен знать каждый. Ну вот, если человек заканчивает школу, он всегда задает вопрос, а где мне в жизни пригодится, ну, например, логарифмы, да, а где? Давайте я вам про логарифмы не буду говорить. Я вам скажу, где каждому человеку точно нужна математика. Это теория управления. То есть, когда девушка выходит замуж, да, она хочет выйти обязательно за принца. Обязательно. Вот она ставит себе такую цель. Но она не учитывает, что есть некие ограничения. То есть ее целевой функцией является, например, выйти замуж за принца. Но при этом есть еще ограничения различные. И вот когда она эту задачу решает, не зная, что есть ограничения, она ее никогда не решит. А вот то, что я вам рассказала, это называется оптимизационная задача. Это чистая математика. Есть целевая функция, которую мы хотим достичь. И есть ограничения. Они могут быть в виде там, линейных неравенств, в виде еще каких-то там математических соотношений. Вот это математическая модель. Вы сейчас так рассказываете, мне кажется, тогда теперь в школе надо объяснять человеку, где это может быть использовано. Конечно. И как это пользоваться. Конечно, мы и делали, вот, например, там я занималась как раз линейными оптимизационными моделями,
разрабатывали элективный курс, пробовали на учащихся. Причем я пробовала чуть ли не с 5 класса, вот как вот с вами разговариваю, допустим, да, на простых модельках. Очень хорошо запоминают. Ну что ж, хочется верить, что все-таки больше начнут объяснять на таких примерах, и математика станет интереснее, наверное, и понятнее многим. Вам удачи с реализацией концепции. Я думаю, Северная Осетия вполне может у себя это реализовать, тем более с наличием и потенциала среди школьников, потенциала среди педагогов. Поэтому всяческой удачи вам желаем. Надеюсь, совсем скоро у нас будет... Да, всем нам, потому что совсем скоро, надеюсь, будет победитель и Олимпиады математической на федеральном. Ну, совсем скоро это не будет. Главное потерпеть. Не терпеть, надо работать над этим. И мы постараемся это делать. Будем делать. Вам спасибо, что сегодня пришли, ответили на вопросы. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была директор Владикавказского центра непрерывного математического образования Вера Абатурова. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.